Еще один таджикистанец погиб в Украине. Ущерб от пожара на рынке «Фаравон» составил 3,8 миллиона сомони. В Таджикистане запустили национальный браузер. Сомон-Эйр будет возить дагестанских паломников. ФСБ России приписала Хизб ут-Тахрир сотрудничество с Украиной. В Украине погиб еще один гражданин Таджикистана, который служил в рядах российской армии, близкий 22-летнего Сулаймон Ходжинабиева, уроженца сельского джамаата города Исфары. 8 июня забрали его тело из морга в Ростовской области Российской Федерации. О гибели Сулаймон Ходжинабиева в Украине родственникам сообщили 2 дня назад. Радио «Зади» со ссылкой на Миролджа Салиева, брата убитого таджикистанца, сообщает, что тело будет отправлено из Москвы в Худжант в ночь на пятницу. Сулаймон Худжа с 2017 года находился на заработках в России. 2 месяца назад он получил российское гражданство и прописку в Санкт-Петербурге. Оттуда его призвали в армию. Насколько мне известно, он служил в Чечне в одной из воинских частей Грозного. Когда его отправили на войну в Украину, нам неизвестно, сказал Миролдж Салиев. Неизвестно также, в каком регионе Украины и при каких обстоятельствах погиб таджикистанец. О смерти брата сообщил один из командиров воинской части, где он служил. «Мы поехали в морг, к нам никто, кроме одного солдата, не вышел. Нам запретили открыть гроб с телом. В морге было очень много тел. Люди ищут своих близких погибших, словно арбуз на поле», добавил собеседник. Городская газета «Набзи Бахтар» со ссылкой на совещание штаба под руководством главы города Бахтар Сиоджидина Саломзода сообщает, что размер ущерба от пожара на рынке «Фаравон» составил 3,8 миллиона сомони. Отмечается, что совещание проходило 8 июня. Также издание пишет, что причиной пожара следственная группа назвала неполадки в электропроводах частной столовой Ганджина-3. Пожар случился ночью 1 июня и охватил 1200 квадратных метров рынка, где располагались магазины, торговые точки и другая инфраструктура. В результате пожара скончался 52-летний предприниматель Махмад Сафаров, который получил 90% ожога тела. Различные травмы и ожоги получили еще 11 человек, но все они после получения первой медицинской помощи были отпущены домой. Все они получили травмы и ожоги при попытке спасти свой товар. Пожары на рынках Таджикистана не редкость. Часто пострадавшие утверждают, пожары рукотворные являются итогом конфликтов между влиятельными членами семьи президента Рахмона. В Таджикистане запустили национальный браузер Дадахо, аналог браузерам Google и Яндекс. Для его запуска создатели потратили более 40 тысяч сомони. Создатель браузера Файзулджон Сафаров, преподаватель в филиале университета «Месяц» в Душанбе, сказал, что их главное отличие от других браузеров в том, что Дадахо не собирает данные пользователей. В дальнейшем мы планируем запустить свой имейл, и тогда уже можно будет регистрировать аккаунт, сказал его автор. Создатели верят в успех проекта и уверены, что их продукт на рынке найдет своих пользователей. По словам Файзулджона Сафарова, цель запуска проекта – это создание площадки для осуществления новых инновационных идей в области IT и робототехники, ориентированных на социальные нужды населения страны. Перелет дагестанских паломников прямым рейсом в Медину может осуществить таджикская авиакомпания «Сомон-Эйр». Эту информацию подтвердили в самой авиакомпании и лишь сообщили, что у них имеется предварительное соглашение по этому вопросу, которое в настоящее время находится на стадии разработки. Других подробностей в компании не сообщили. Между тем, как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора хадж-компании «Марва Тур» Булата Курбанова, в этом году при организации прямых рейсов из Махачкалы возникли сложности из-за введенных в отношении России санкций. Однако их удалось решить благодаря привлечению к перевозкам таджикской авиакомпании.
Федеральная служба безопасности России задержала 13 членов Хизбут Тахрир аль-Ислами в Ростове-на-Дону, которые якобы вербовали мусульман из местных жителей трудовых мигрантов по указанию эмиссаров организации с Украины, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Задержанные это граждане стран Центральноазиатского региона, отметили в спецслужбе. Они якобы при координации находящихся на Украине эмиссаров распространяли в России террористическую идеологию и вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов в процессе конспиративных собраний. Однако Хизбут Тахрир является мирной организацией, какой-либо террористической деятельности за ними замечено не было. Эта партия призывает к всемирному халифату, однако идею каких-либо вооруженных действий отвергает.